Я бы хотел, чтобы мы резюмировали, да, и очень простыми словами давайте попробуем вместе как бы заняться, скажем, планированием нашего там ягодного бизнеса, ягодной отрасли. Да? Вы знаете то, что одна из основных функций в управлении, агрономы это тоже управленцы. В жизни все, что нам необходимо делать, это управлять. И есть такое понятие, как в менеджменте, да, есть такое понятие, как PDCA. И все начинается с первой буквы P. P означает planning, то есть планирование. Да? То есть планировать, делать, контролировать, check, проверять, да? Check. То есть plan, do, check, act. Да? Вот, в принципе, вот этот цикл, он постоянный во всем. Это универсальный. Вот где угодно. Хоть в крупном бизнесе, там корпорация, транснациональная корпорация будет. Или если это мелкое какое-то хозяйство, в том числе вашей, вот, в агрономической работе, без PDCA, вот этой формулы, очень все будет тяжело идти. Здесь, поэтому вот смотрите, вы что-то планируете. Планирование это всегда, когда вы на бумагу перекладываете ваши мысли, ваши планы, исходя из календаря, исходя из бюджета. То есть вы должны смотреть, вы можете много чего планировать, но если вдруг бюджета у вас не хватает, тогда это все не реализуется, правильно? Поэтому у вас должен быть календарный план и бюджетный план. Вы это все должны вместе распланировать. И дальше, после того, как вы распланировали, все записали на бумагу, дальше вам необходимо уже реализовывать, делать. Когда вы начинаете делать, у вас появляются, возможно, какие-то сюрпризы, вызовы, с которыми в вашем планировании этого не было. Там, я не знаю, цена поменялась, у вас планирование было, что цена вот такая, а у вас чуть скорректировать нужно было, да? Или когда вы работали, где-то, возможно, там, с поливом, там, с водой проблема получилась, с удобрениями, чего-то не хватило, соответственно, вы должны будете чек, как бы проверять, насколько то, что, вот смотрите, условно, давайте так, да, какой-то график вы планируете, что вот у вас работа вот так будет идти, это план, идеальный какой-то план, а по факту у вас... Вы идете, и вот здесь уже отклонение от плана идет. Соответственно, вы должны... Почему чек очень важен? То есть периодически, раз там в неделю, раз в месяц, вы смотрите, когда вот план, например, да, вы где-то пишете, вот отметка, вот отметка, вот отметка, вот отметка. Каждая отметка для вас это понимание того, что через там, неделю, через месяц вы для себя фиксируете точки, от которых потом будете ориентироваться, на которых будете ориентироваться. Если где-то что-то идет не так, вы должны уже понимать, что я сейчас должен сделать для того, чтобы обратно вернуться в эту точку. Да? И потом обратно как бы идти. Где-то, возможно, лучше получится, но я обычно, например, когда планирую, у меня есть пессимистичный сценарий, реалистичный сценарий, реализуемый сценарий и оптимистичный сценарий. Бюджеты тоже составляю обычно в 3 разных уровня. Да? И когда у вас есть вот эти 3 разных сценария, вы там, например, я использую для этого этот Google Sheet, то есть как Excel, типа Excel, и тогда вы можете приблизительно понимать, насколько у вас все может быть плохо. Если все будет нормально идти, какой реалистичный сценарий, и вот действительно, если все прям идеально, никаких проблем, то какой может быть оптимистичный сценарий. И вот для этого важен чек, контроль. Без контроля тоже менеджмент управления не идет. Мы можем, знаете, очень хорошо с вами начать, вот планирование, такой вот первый взрыв такой, да, вот все классно, побежали, мотивация, да, но это вот только вот здесь будет. Да? А контроль – это то, что вас постоянно держит дисциплина. И, соответственно, когда вы чек делаете контроль, вы уже принимаете опять управленческое решение, как реагировать. Act, да? Это уже реакция на то отклонение, которое у вас получается. Если позитивный сценарий, то вообще продолжайте. Да? Если негативный, то надо чуть-чуть отреагировать. Поэтому я с вами как бы хочу поделиться мыслями про то, что есть, скажем, вам необходимо, чтобы у вас был план календарный на весь сезон и бюджет. Когда вы имеете календарный план и бюджет, плюс есть у вас некая, скажем, карта,
карта участка, вам легче будет планировать. Вы понимаете, так, у меня вот такие-то грядки, вот такой-то длиной. Вы можете пронумеровать грядки на местах, да, там, первая, там, 1, 1, 1, 2, там, или А1, А2, А3, там, Б1, Б2, Б3, там, и так далее, и так далее. Тогда у вас получится четкое понимание, что вот когда чек, вот этот контроль происходит, вы уже внутри карты можете понимать, где у вас идут отклонения. Возможно, на каких-то грядках у вас все идет классно, на каких-то у вас пошло отклонение. Соответственно, там, где у вас отклонение, вы что должны делать? Вы должны реагировать мгновенно и предотвращать, например, там, распространение каких-то болезней или вредителей на все поле. Да? И давайте рассмотрим, как бы, скажем, вот ягодный бизнес как строительство дома. Вот у каждого, наверное, был опыт или есть желание построить дом. Вот с чего начинается строительство дома? С фундамента это в плане реализации, но с проекта начинается, правильно? У вас должен быть сначала проект. А проект, исходя из чего вы будете делать? Бюджет и наличие какого-то бюджета у вас должен быть и участок, понятно, но еще от потребностей, которые у вас есть. То есть вы можете, я не знаю, вот, что вы хотите, например. Возможно, вы, если построите совершенно маленький домик, где люди ваши не поместятся, да? Либо слишком большой, например, начнете очень большой дом какой-нибудь, да? Но потом будете жить во временке, да? Почему? Потому что где-то желания стали больше, чем возможности. Либо ненужные желания, ненужные амбиции, или да? Которые приводят к тому, что потом, в принципе, функционально вам такой огромный дом не нужен. То есть проектирование очень важно тоже понимать, какие у вас цели жизненные сейчас, какие у вас есть потребности сейчас на этом этапе. И потом потихонечку можно идти в расширение. Да? Лучше, чем огромный, там, я не знаю, трехэтажный дом, который сложно будет отапливать, возможно, начинать там, с двухкомнатного дома, но с очень хорошим комфортом, с туалетом, душем внутри, со всеми, там, я не знаю, с автоматикой какой-то. Тот бюджет, который вы на трехэтажный дом хотели бы запустить, лучше, возможно, уменьшить объем, но сделать это вообще классно. Да? Так, чтобы вам там было приятно находиться. То же самое, вы можете сделать сразу, там, я не знаю, на 50 гектаров, но, возможно, лучше начать с 1 гектара. Да? И вот потихонечку идти в расширение. Но то, что мы сделали, например, с агропарком. Да? У нас есть участок на 50 гектаров там, но мы приняли решение начать с 5 гектаров. Почему опять-таки 5 гектаров? Потому что это более-менее тот объем, где мы можем управляющую команду туда запускать, которые... У нас нет там цели прям зарабатывать денег. Как бы тот заработок, который придет, он, скорее всего, просто покроет наши административные расходы. Да? И далее... Потом, дальше, когда у вас уже есть некий проект, вы исходите из какого-то проекта, уже непосредственно дом начинается, правильно, да, сказано было, с некого фундамента. И вот это строительство фундамента – это очень важный элемент, правильно? Часто, вот у меня как бы компания, вот Nomadic, да, мы занимаемся строительством, и часто люди как бы там фундамент могут залить там, не доходя до глубины промерзания, там, не знаю, 30 сантиметров сделать, там, 40 сантиметров, пойдет, булурит, да? Или где-то экономят на цементе там, и так далее. В целом, например, в строительстве фундамент, ну, мне кажется, где-то, может быть, 10-15% от общего бюджета может занимать, да? Ну, зависит от там, типа почвы, это все надо смотреть, но очень важно проанализировать фундамент. Вот, представляем, что мы строим с вами некий такой кирпичный дом. И если у вас фундамент изначально залит неправильно, то дальше, скажем, стена идет, да? Вот, если фундамент залит неправильно, то в стене тоже пойдут некие трещины. И все, что бы мы там не делали дальше, да, это можно залатать трещину, можно чуть-чуть там подшаманить, шпатлевкой сделать, там что-то менять, но через год обратно все начнется, да, там сильное землетрясение какое-то, вообще полностью дом может развалиться. И, скажем, я предлагаю как бы некое такое условное разделение сделать на 3 этапа в строительстве дома. Фундамент, вот некое образное сравнение, это вот все, что включая посадку самих растений.
Вот мы очень хотели, чтобы мы во время вот обучения, чтобы мы прям посадили саженцы, которые вот с Америки должны были приехать. По идее, мы планировали, что саженцы приедут 10 числа. Для вашего понимания, мы в ноябре уже заказали, начали процесс закупа саженцев. Но из-за того, что впервые в жизни, вообще, наверное, впервые в истории Кыргызстана осуществляется поставка саженцев из Калифорнии, это было очень тяжело, скажу вам, да, честно. Потому что если по стандартному пути там, через Панамский пролив проехать, то есть у нас был вариант там, через Китай завезти, но у Китая были риски того, что с регуляцией могут быть проблемы, они просто могли не пропустить, сказать, там, вот у вас карантин должен быть, еще что-то, мы поэтому не знаем. Нашли человека, который постоянно возит товары из Кыргызстана, из Центральной Азии в Америку, и наоборот, он тоже может что-то привезти. Это вот мои знакомые, компания Арашан, они вот, например, из Баткена огромные объемы сушеного урюка возят в Америку и продают там, в сети супермаркетов. С Узбекистана очень много товаров возят, и как бы мы его определили как оператора, который будет ответственен за полную логистику. К сожалению, у нас не было прям такого большого выбора, чтобы мы там могли выбирать, там делать, да? Поэтому он взял ответственность. Когда нам просчитали через Панамский пролив, то получается вообще там, в начале мая только по плану приехал груз. Да? Мы что сделали? Мы дополнительно отправили через фурой в Джорджию. Из Калифорнии это западное побережье, в восточное побережье на фуре приехало. Потом мы его переложили внутри морозильника. То есть фура заезжает внутрь морозильника, чтобы на улице не было соприкосновения с более теплым воздухом. Да? И внутри морозильника перенесли товары в контейнер. Потом этот контейнер с автономным режимом сохранения температуры, он полностью просто задается компьютером. Там солярка внутри, как бы, и она полностью сама держит температуру. Этот контейнер мы перебросили в корабль. Корабль с Джорджии доплыл до Мерсина, Турция. Потом, вот нюанс новый, мы не могли это ожидать. Один питомник отправил, опытный питомник, который международной торговлей занимается, вот Лассен Каньон как раз, они отправили FedEx отдельно документы, а другой питомник, он положил документы внутрь контейнера. И получилось, что из-за того, что он положил внутрь контейнера, получается, брокеры должны были достать, но чтобы достать, нужно там какое-то спецразрешение. И вот этот вопрос, он взял и как бы застрял. И мы обратно попросили с нуля сделать документы в Калифорнии, и это отправили теперь FedEx. И вот эта вот операция где-то там на неделю нам задержку сделала. Плюс корабль на один день опоздал. По идее, мы планировали, что он, если вовремя будет, может быть, сразу пойдет отгрузка там и так далее. Потом у нас праздники, Рамазан, да? Дальше, вот это все, там условно на 5 дней, потом еще, когда уже выяснилось, что нет документов, надо было обратно все это делать. В общем, суммарно где-то на 12 дней произошла задержка, и теперь вместо 10-го, теперь у нас там в середине 20-х чисел товар должен приехать. Да? Вот нюанс. Но температурный режим, мы, например, я логистам сказал, у меня два самых больших требования. Это скорость, чтобы быстро приехало, и второе, это соблюдение температурного режима. Ни на 1 градус вверх или низ не должно быть. У нас договор так подписан, что потом, плюс товар застрахован, как в Америке, так и как бы из Турции в Бишкек, на очень большую сумму, на общую сумму. И в конце, когда в Бишкек прибудет товар, они должны будут цифровой отчет дать по температурному режиму, сохранению температурного режима с момента отгрузки до привоза в Бишкек. Вот тут очень важно, оказывается, потому что мы видим, когда в предыдущие, я не знаю, там разные компании, когда возят, возможно, знаете, это человеческий фактор. Люди просто могут взять, отключить. Водитель, да, он думает, это же там не свежая клубника, это растение какое-то, да, но оно не умрет, точно ничего не случится, поэтому они, чтобы сэкономить на солярке, они могут просто взять и отключить, если вот этого не будет. То есть контроль он нужен, вот есть же доверяй, но проверяй, да? Постоянно нужно держать всех в дисциплине. И вот поэтому хотя бы мы понимаем, что гарантия есть сохранение температурного режима. Теперь вернемся обратно к некому строительству дома. Вот мы, например, да, я для себя я вместе с вами тоже также условно там проходил обучение, и для себя основные выводы какие сделал. Что первое, это правильный выбор почвы, правильный выбор земли. Если там до этого момента выращивали картофель, помидор, на протяжении даже 20 лет до этого, оказывается, вертицилиум, да, у картофеля.
вертициллиум, да, например, или там какие-то другие болезни, они, оказывается, могут жить в почве на протяжении 20 лет. То есть первое, что я уже для себя выяснил, что при выборе земли, мне кажется, это особенно актуально для иссык-Кульских, потому что очень много картофеля, да, высаживается. Первое, не сажать там, где на протяжении последних 20 лет была вероятность, что кто-то сажал картофель. Это все, мы сразу срезаем очень большие риски. Картофель или помидор. Дальше. Я понимаю, что из-за того, что у нас, оказывается, нет вот этой практики глубокорыхления, да, Арсен, как это, глубокорыхление, и мы узнали, что в Америке, например, делают на глубину метр, даже если это песчаная почва, да? Казалось бы, а зачем песчаная, если там и так дренаж хороший, там делать? Но даже там делают, а у нас, где глинистая или суглинистая почва, это 100% необходимо делать. И это делается у них каждый год. Каждый год. Да? Не раз там, в 5 лет, а каждый год. Соответственно, это тоже относится к некому фундаменту. Потому что дальше, если мы это не делаем, просто вот по традиции, которую сейчас мы делаем, то что мы получаем? Есть риск того, что вода будет застаиваться, и мы обратно получим множество болезней корневых, растения будут в стрессе, и, соответственно, это негативно в любом случае скажется на растении. Оно будет себя чувствовать тяжело. Это то же самое, что, представьте, я не знаю, человеку, да, там, постоянно держать в какой-то комнате, где очень суровые, плохие условия, да, мучить и делать постоянно в стрессе. Поэтому давайте как бы сфокусируемся на том, чтобы создать изначально самые лучшие условия для растений. Вот. Далее, следующий этап, то, что я для себя отметил, то, что грядка должна быть максимально высокой. Если на финише, скажем, мы должны получить порядка 40 сантиметров, я уже понимаю, что, возможно, на старте нужно еще выше делать, потому что у нас, в отличие от Калифорнии, может быть, не на год, а максимум давайте на 2 года. Да? Если будет работа, скажем, например, для агропарка мы хотим, как бы вот в 2025 году то, что будет посажено, мы в конце 26-го уберем полностью, все. Но, условно, там полсезона отработаем в этом году и полный сезон в следующем году. Да? Поэтому я понимаю, что, возможно, грядку надо делать еще выше, где-то там порядка 45, может даже 50 сантиметров. И со временем она будет уплотняться и там дойдет до там, 40 сантиметров. Да? Вот. Грядка. Мы понимаем то, что если высокая грядка, то, соответственно, работникам легче, да, работать. Если саженцы правильные, не, там, я не знаю, не собственноручно там выращенные или непонятно откуда это привезенные саженцы, то это есть гарантия того, что там будут более крупные ягоды. Соответственно, чем, скажем, 10 мелких ягод собирать, лучше 5 крупных ягод собирать. И работникам это быстрее и легче будет. Вот эти моменты, они закладываются вот здесь, в начале. Это фундамент. Если фундамент, выбор неправильных саженцев, неправильная подготовка почвы, неправильная подготовка бугра, неправильное планирование в целом, неправильное планирование бюджета. Это все уже потом со временем может привести неправильный там выбор почвы, земли, соседства, возможно даже соседство с кем-то. Да, там. Это все может привести к необратимым процессам. Если здесь какая-то трещина пойдет, да, то она обязательно... Это факт, правильно? Если в фундаменте пошла трещина, то в кирпичном доме обязательно трещина пойдет и на стене. Что такое стена? Давайте это вот как бы некие вот процессы, скажем, здесь до высадки, высадка саженцев. Все, что до высадки саженцев, это, скажем, фундамент. Дальше уже все, высадились. Мы хотели, на самом деле, очень постараться, чтобы вот этот процесс вместе с вами пройти. Но большую часть, мне кажется, мы разобрали, поняли. Теперь дальше у нас предстоит, когда прибудут саженцы, мы это высадим. Будем, я думаю, освещать это по нашему YouTube-каналу. Где-то у нас будет более эксклюзивный контент, который мы с вами будем делиться. Вы можете приходить тоже в агропарк. Периодически, возможно, мы там еще будем проводить какое-то вот обучение. Поэтому в сезон можете тоже приходить. И далее, это стена. Стена – это уже, скажем, технически, некая работа по техкарте, да? Это полив, как часто надо будет поливать, это должны быть датчики определенные, по которым мы будем ориентироваться. Это уже это процесс управления уже после того, как все заложено. До этого мы собираем машину, условно говоря, да? Дальше мы этой машиной управляем.
едем, да, уже в процессе. Соответственно, мы четко должны понимать, как поливать, как удобрять, как защищать от болезней, как защищать от вредителей, как предотвращать болезни, как не запускать этого всего. Да? Это вот некий этот этап. И здесь уже следующий этап – это сбор урожая. То есть, в принципе, сбор урожая с этим процессом, он будет вместе постоянно идти, но я понял, что для нас отдельно нужно прям вот это тоже рассматривать в моменты сбора урожая, потому что часто мы, получается, даже если человек все здесь делает правильно, здесь правильно, и потом в конце такой, эй, короче, вот иди ведра собирай, иди там дальше как-то там в деревянные ящики собирай, то получается мы так много чего делаем, а в конце относимся к клубнике как к картошке. Да? И вот я понял, что здесь тоже нам необходимо выстраивать совершенно новые стандарты. Стандарты по тому, что необходимо их собирать вот в пластиковые контейнера. Дальше это следить за тем, чтобы за 2 часа вот собрал, в течение 2 часов необходимо доставить в холодное помещение, для того, чтобы срок годности был у них больше. Я планирую, также очень хочу, чтобы среди выпускников нашей школы появилась вот модель такая, да, ваша бизнес-модель. Представьте, что вы сейчас становитесь индивидуальными предпринимателями. И мы в этом готовы вам помочь, как ассоциация. Вы индивидуальный предприниматель, который оказываете, какое-то агрономическое сопровождение в одном селе, в радиусе, например, 20 километров, для того, чтобы вы могли каждый раз их, вот этот чек делать, контроль постоянный, да, сопровождать. Потом, дальше, когда вы четко знаете, что вот вы знаете конкретно, как строился фундамент, какую арматуру он использовал, какую марку цемента, батарейку, какую марку цемента он использовал. Да? Вы, скажем, на протяжении всего периода проходили некий технадзор, проводили технадзор. Соответственно, вы понимаете, что на выходе, вот здесь, урожай будет очень качественный. И вы уже становитесь очень важным звеном между покупателем, то есть оптовиком, и фермером. Вы можете уже там сказать, вот, слушайте, есть у меня, например, в обслуживании 20 фермеров, у каждого из них там по гектару условно. Я могу обеспечить вам продукцию с 20 гектаров первоклассного сорта, классного качества. Я вам могу гарантировать, что потом вы дальше должны их обучать тому, как их собирать. Вот прям вместе, вам не надо лениться, вместе прям по полю идти, там, показывать, обучать вот эту бригаду, обучать. И со временем, когда они приучатся вот, не халтурить, и внутри, возможно, вы должны подумать, а как я могу сделать так, чтобы вот контроль, да? Как сделать так, чтобы мотивация у них была сортировать. Да? Не переживать насчет того, что там вот, может, второй сорт тоже как-то оценку дадите, но либо там делается контроль качества и там, я не знаю, штрих-код или там какая-то условная отметка на их, вот у каждого сборщика, да? То есть мне кажется, потом позже Глен, Олег тоже расскажут про это, как у них там выстроено, но не обязательно нам сейчас вот эти хай-тек какие-то вещи использовать пока для начала, да? Но уже какие-то элементы контроля качества вы можете использовать. Раньше же, например, там, я не знаю, вот советские времена, да, условно, там же не было компьютеров, не было тех технических возможностей, которые есть сейчас. Но контроль был, правильно? У меня, например, мой одноклассник, он потом позже ушел в спецслужбы работать, да? И он, когда я управлял теплицей, я помню, у меня воровство там было. Воровали огурцы, представляете, огурцы там 200-250 сомов продается. Воруют, несмотря на то, что у меня камеры везде стоят, чисто, скажем, в цифровом формате у меня контроль был классный. Но они как-то умудрялись собирать огурцы, получается, клали какие-то ведра или пакеты, уже в пакеты клали и к мертвой зоне относили. Потом ночью, там, в 3 часа ночи какие-то ребята подходили туда, как-то они там пленку открывали, оттуда вытаскивали и незаметно, на десятки тысяч постоянно. То есть у меня, чтобы вы понимали, через день сбор был порядка 3 тонн при цене 200 сомов, да, например. 600 тысяч. Если чуть-чуть там оттуда воровать, это уже там по 10, 20, 30 тысяч можно воровать в день, через день. Представляете? И вот чек. Как можно сделать? Вот есть варианты? Что бы вы сделали в такой ситуации? Заплатить 30 косарей, либо 40 косарей девушке, чтобы он контролировал. Молчал. Ну хорошо, у меня, что думаете, этого не было, что ли? Контроль был? Но...
Мертвые зоны хорошо, что они еще делали? Почему-то они приходили в другой такой одежде на работу, да? Они, оказывается, сюда засовывали себе в карманы там, и так далее, там, или с пакетами приходили, типа рабочая одежда там, и так далее. А потом раз там тоже человек всегда найдет возможность украсть. Если чека нет, если вот эта система плохо выстроена, человек всегда, даже при у меня, у директора этого предприятия была очень высокая зарплата. Я ему создал очень хорошие условия. Но оказалось, что он в том числе был в доле. Они выстроили систему, где и охранник, и который топит, кочегар даже, да, был вовлечен. Сборщики, все были в деле. Кроме вас. Кроме меня. И вот я потом что-то вот своего с другом сижу, говорю, вот, а он в спецслужбах работает. Да? Он говорит, что мне делать, а? Он говорит, легко. Да, то есть, говорит, своего, наоборот, провоцируй, говорит, определи. И вот так вот, ну, позже я у них очень многому чему научился, короче. И в системе обязательно появляются люди, которые провоцируют команду на нарушение. Да? И, соответственно, ты уже так команду можешь вычислять. Кто что делает. То есть, возможно, даже в этой команде нет людей, которые там ничего... Вот, есть люди, которые... Ну, то есть, нет людей, которые воруют, но специально запускаешь людей, которые провоцируют на нарушение. Азгырктар, да, азгырктар. Азгырган адамдар, да? Пойдем, давай, что ты, у тебя зарплата такая, давай еще там больше заработаем, там, и так далее, и так далее. Или там... Но это совершенно извне. Я, конечно, вам, сейчас такие секреты раскрываю, потом мне сложно будет, да? Но есть вот такого рода моменты, которые позволят вам контроль делать. Доверяй, но всегда проверяй. Да? Поэтому я так думаю, что если вы тоже сможете определенную систему выстроить, вот такую, да, то тогда вам в будущем вы становитесь некими индивидуальными предпринимателями. Вы становитесь тем человеком, который важное звено покрывает, который обеспечивает, проблему решает оптовика-экспортера. Ему что нужно? Ему нужно хорошего качества, долго хранящаяся, хорошего качества продукция, которую он легко продаст. Правильно? Фермеру нужно что? Фермеру нужна гарантия и стабильность того, что он продаст. И когда на рынке в целом 90% непонятно как собирать, 100%, сейчас пока 100%, да? 99% кончил, возможно кто-то есть, но 99% собирает ведра, потом вот так вот перекладывает и так далее, это огромная ниша, огромная возможность для вас выстроить вот эту модель и зарабатывать там, я не знаю, я уверен, там, если сезон падает цена, там, скажем, 120 сомов у всех, если вы так организуете то, что вы собирать будете там, в ящики, в контейнера там, и так далее, вот контейнера грамотно, классно, отсортированные, возможно, вы можете и претендовать на 180, 200, 250 сомов. Просто за счет того, что вы это делаете правильно. И фермер, экспортер, там, например, в течение 5 дней та продукция, обычная продукция портится, а ваша продукция больше 10 дней держится. Логично, я бы, например, как экспортер, я бы лучше заплатил бы гораздо больше, но зато со спокойной душой и сказал бы, все, и там тоже продающим, да, я сказал бы, я знаю четко, как они выращивали, какие удобрения они давали, что там нет превышения азотов там, и так далее, какие-то там пестициды страшные не использовались, ты даешь качество, и за счет того, что это есть некая контроль качества, в том числе за каждым сборщиком, да, есть контроль качества, то тогда вы спокойно можете претендовать на более высокую цену. Сейчас, насколько я понимаю, некая комиссия заготовителей порядка 10 сомов на килограмм. Правильно? Это так? Может быть больше даже, да? Больше. Ханчар? 20 сом очень. Мне кажется, здесь то же самое можно выстроить и сказать, там, заготовитель, вы обслуживаете агронома постоянно, да? Как агронома обслуживаете, смотрите. Возможно, вы даже там просто какую-то символическую оплату берете, но основной заработок у вас будет в момент в сезоне, когда вы там, я не знаю, все по 10 сомов делают услугу, а вы скажете, у меня 20-25 сомов. Почему? Потому что я заслужил. Я делаю гораздо больше, чем обычный заготовитель, который просто физически стоит там, организовывает просто навес какой-то, да? А вы сделаете холодильник нам, например. Если вам нужен будет холодильник, давайте вот мы вам будем помогать. Как ассоциация, то есть мы хотим выстроить вот эту модель по республике, чтобы у вас были холодильники, вы превратились не только в агрономов, но и в, скажем, сборщиков, заготовителей. То есть весь цикл вы покрывали как бы от момента проектирования до окончания и ввода в эксплуатацию этого дома.
Да? Вот в целом, как бы, я хотел с вами поделиться тем видением вашего будущего, возможным вариантом и возможным сценарием вашего, скажем, бизнеса будущего. И я очень надеюсь, что вот я не знаю, сейчас сколько здесь у нас человек. То есть первое обучение у нас было больше 50, но мы разбили на 2 группы. Да? Понятно, что не всем удобно было приезжать, поэтому, ну, например, из 50 сейчас 30 человек, да, на второй этап пришли, скажем. И, возможно, мы так и закладывали, что там порядка 10 человек из вас начнут работать по вот этой модели. И вы не поверите, насколько это пойдем дальше может стать трендом, станет стандартом, нормой, и все, в принципе, существующие даже игроки начнут потом идти по этой модели. Достаточно нескольких успешных кейсов, и это все уже станет новым стандартом. Наша сейчас с вами задача закладывать везде, и здесь, и здесь, и здесь, и во всем новые стандарты. Жаңы кыргыз стандарт, да? Бирок кыргыз деп атканда биз мындай эптеп-септеп дегенди киргизбейли, а мындай эң жакшы стандарт. Ең жогорку стандарт. Өзүбүздү кемситпей, наоборот, мындай көтөрмөлөөлү, да? Например, немисмен деп айтканда сыймыктан айтышат. Мен японду айтканда сыймыктан айтышат, да? А биз кыргызбыз го дегенде кичине мындай жакшы жүрсөк дагы боло берет го, кечип койсок эчтеке болбойт го, тиги эптеп зым менен бир нерсени тартып койсок, кыргызча кылып койсок жара берет го, депчи. Мындай временный нерселерди жасап коюп туруп, кыргызча кыла берелим, депчи. Андай кылбай, наоборот, келде жаңы кыргыз стандарт деп туруп айтайлы ушуну. И дүйнөгө көрсөтөлү кыргыз ким экенчи. Менин оюмча ошондойго өзүбүздү азыр жаңы позиционирование кылсак, өзүбүздү жакшы бир нукка түшө алабыз, да? Хорошо? Мен ушуну айткым келип атты. Я вот очень хотел как бы поделиться этой концепцией для того, чтобы у вас просто визуально сформировалось некое такое понятие поэтапного вашего развития и поэтапного предложения развития вашим фермерам, которые мы от вас ожидаем как ассоциация. Дальше мы ваши помощники. Мы тоже некие дизайнеры, архитекторы, но не одного фермерского хозяйства, а всей отрасли. И мы город строим условно, да? Мы город строим, а вы строите дома. И мы, как условно там, администрация этого города, важно нам тоже в целом распланировать дороги, социальные объекты, там, решить многие вопросы, которые сам землевладелец, один там, домовладелец не может решить. Это то же самое, что мы там вам будем общий генеральный план давать, это то же самое, что мы вам должны воду провести, канализацию провести и так далее, общие какие-то условия, дороги там создать, все коммуникации, социальные объекты. Но нам важно, чтобы в этом доме, этот город был распланирован максимально красиво, приятно, удобно, и так, чтобы мы потом внутри ездили на велосипеде, чувствовали себя в безопасности, спокойно, да, и так, чтобы нам было, чтобы мы были счастливы жить там, в этом доме, да. Вот, поэтому давайте вместе построим очень большую интересную индустрию. Так же, как мы, обратно завершая свою мысль, нашим вот этим утверждением, то, что мы вместе, если будем придерживаться новых кыргызских стандартов, к 2030 году доведем все-таки наш экспорт до $1 миллиарда. И в этом очень значимую роль играют наши друзья из Калифорнии. Почему? Потому что они уже это сделали на маленькой территории, сравнительно маленькой с нашими доступными землями, они уже добились только на клубнике порядка $3 миллиардов, да? 17 тысяч гектаров. Еще раз повторюсь, всего 17 тысяч гектаров. Это четверть площадей фасоли только в Таласской области. А мы по всей республике, у нас есть очень большие площади, возможные, доступные, мы их видим, мы ездили, смотрели, их очень много. Поэтому я верю, то, что если мы там даже где-то по урожайности у нас будет там, 2 раза ниже, чем в Калифорнии, понимаю, что где-то порядка всего 10 тысяч гектаров, да, с меньшей урожайностью, но мы уже можем достичь отметки в $1 миллиард. Хорошо, и это уже достижимо, понятно. И все, что необходимо для вашего развития, мы постараемся тоже вам благоприятную среду создать. Спасибо.